Всем привет, дорогие друзья! Всех приветствую на своем канале. С вами Астарта Сантия. Мы будем делать расклад на недельку с 24 февраля по 1 марта. Его мысли, чувства, действия и планы на вас. Все новинки, пожалуйста, обратите внимание в описании к этому видео. Также прогнозы по знакам зодиака тоже уже выложила. Полюбопытствуйте. И мой второй канал тоже, надеюсь, вам будет интересен. Ссылка на него в описании. Итак, сосредоточьтесь, выбирайте свой вариант. Я перехожу к первому. Итак, дорогие, первый вариант. Смотрим вас и мысли мужчины о вас. Карта дом, корабль и карта сад. Ну, а мужчина думает, понимает и осознает, что ему с вами очень комфортно, очень хорошо. И в то же время, с одной стороны, он понимает, что вы дама достаточно закрытая, у вас есть свой собственный мир, своя собственная зона комфорта, куда вы не допускаете, не подпускаете и его. Но с другой стороны, вы с ним абсолютно открыты. Какие-то вещи, которые она считает для себя приемлемыми, она вам может транслировать, показывать, рассказывать, делиться с вами. Но и в то же время у дамы есть, то есть у вас ограничения, какие-то барьеры, куда вы мужчину своего не допускаете, не подпускаете. По крайней мере, он так себе видит, так себе представляет. И в то же время вы такой человек очень активный, человек такой динамичный, но динамика вся ваша направлена на результат, на какую-то деятельность, на развитие. И, скорее всего, он это видит, и связано это с вашим делом, с вашей работой, с вашими планами, проектами и вообще с вашим жизненным путем дальше. То есть вы делаете все, чтобы развиваться, чтобы жизнь свою двигать, идти вперед и достигать каких-то высот. Также мужчина видит вас, даму, такую, знаете, вот приятную, комфортную в общении, как домашний некий очаг, да, к которому он прикасается, рядом с которым он пребывает, и ему хорошо, ему комфортно, ему спокойно, ему тепло и уютно. И он хотел бы с вами проводить больше времени вместе, быть ближе. Отношения видят с вами такими легкими. Не вижу, чтобы они были как-то оттяжелены, что ли, какими-то обязанностями. Нет. Ему хочется легкости, хочется комфорта, открытости, тепла. Ну вот слово комфорт, наверное, больше всего эти три карты нам представляют. Его чувства. В чувствах мужчины на этой неделе прям вот огонек. Здесь страсть, здесь желание интима, здесь желание быть к вам ближе, быть с вами вместе, показать вам, что он мужчина, что он альфа, что он ведет отношения, что он защитник, что на него можно положиться, его можно на амбразуру поставить. Также он видит вас такую привлекательную, гибкую, сексуальную, притягательную. Где-то даже, вот знаете, даже ваш запах, аромат, да, его притягивает, прям манит. Также видит, что вы очень мудрые, что вы очень умные. В чувствах у него, вот знаете, некая такая гармония между вашими умственными способностями, да, вашим интеллектом и вашими внешними данными, вашей красотой и гибкостью. То есть он понимает, что вы такой некий идеал девушки, идеал женщины, не только красивая, но еще и умная. То есть у вас острый такой, продуманный и гибкий ум, такой, я бы сказала, масштабный. И он к этому стремится, он это вожделеет, то есть ему важны и нужны такие качества, как красота и интеллект.
Действие. Развилка, ключ и горы. Вот здесь, с одной стороны, мужчина может откуда-то вернуться, а с другой стороны, он такое ощущение, что хочет вам что-то предложить. Может быть, куда-то съездить, может быть, перевести отношения в какое-то другое русло, может быть, просто на какое-то предложение на бытовом уровне он муссирует и пока обдумывает. Но предложит он вам или нет, на этой недельке, скорее всего, нет. Почему? Потому что у нас карта горы заканчивает эту триаду. Горы — это у нас препятствия, барьеры, но у него есть большое желание, значит, на ваш суд вынести свое предложение, но пока есть препятствия, которые он преодолевает, которые он обходит всеми путями, всеми способами. Он хочет добиться того, к чему он стремится, чего он желает. Также такое ощущение, что у него есть некий шанс, над которым он раздумывает. Вот брать этот ключ или не брать, поворачивать этот ключ в замке или нет. То есть человек стоит перед неким выбором. И пока он не определился, он так и будет в неком таком подвешенном, непонятном положении на этой недельке. Планы. Карта собака, карта клевер и карта тучи. Ну, здесь, конечно же, показать вам, что вы ему нужны, что вы ему человек близкий, он вам доверяет, что ему с вами хорошо, комфортно, но опять же тучи. Но эта карта такая, она быстрая, тучи у нас приходят и тут же рассеиваются, да, через какое-то время. Непогода это уходит. Вот здесь и у него. Да, он планирует быть ближе к вам, показать, что вы ему нужны, что он вам доверяет, он хочет отношения с вами вести, да, вот здесь. Но, опять же, смотрите, есть карта горы, и тут карта тучи, то есть есть некие препятствия, но, судя по тучам, эти препятствия вот-вот они скоро уже и рассеются. Почему? Потому что в действиях у него он делает все, чтобы тучи эти прогнать, рассеять, и чтобы выглянуло, как говорится, солнышко, и все стало на свои места, все было четко, ясно и понятно. Дальше. Сигнификатор мужчины. Карта Луна. Вот, прошу прощения. Вот как я вам и говорила. То есть мужчина в таком, в подвешенном, непонятном состоянии. Мужчина пока не понимает, куда ему двигаться, точнее понимает, но такое ощущение, что да, результат, он еще там, где-то далеко. Также мужчина обуреваем сомнениями. И также здесь есть какие-то препятствия, да, вот они, которыми он пока не может управлять, которые не зависят от него. И мужчина поэтому на этой недельке, да, его мысли и его чувства к вам, они вполне понятны, вполне объяснимы, да, и все его желания, они у нас здесь в этих вот двух рядах, они показаны. Но действия и планы зависят от каких-то обстоятельств, от которых зависим сам мужчина. И поэтому он в таком подвешенном состоянии, но, скорее всего, ближе к концу недельки все это разрешится, и мужчина уже четко и конкретно увидит, куда ему двигаться дальше и что ему делать. Дальше сигнификатор ваших отношений, ваших. Карта ребенок. Отношения открытые, отношения доверительные, отношения такие легкие, свободные, в том смысле, что нет отягощения в отношениях. Отношения очень приятные, партнерам легко друг с другом, партнерам друг с другом интересно, приятно. В общем, карта ребенок нам говорит о том, что вам обоим, дорогие мои, друг с другом хорошо и комфортно. Вот такой у нас вышел вариант номер 1. Я желаю вам, дорогие мои, всего самого-самого хорошего. Самое главное, конечно же, здоровья, благополучия, любви. Берегите, любите, балуйте себя, радуйте себя. С вами была Астарта Сантия. Всех благодарю, что были со мной. И перехожу к варианту номер 2.
Двоечки, смотрим вас. Итак, его мысли, чувства, действия и планы на вас на следующую недельку. Мысли. Он видит в вас сильную личность, волевую личность. Скорее всего, вы еще и занимаете какое-то положение, социальную ступень в обществе, достаточно такую высокую. Видит в вас личность, которая может и умеет рисковать, но все равно здесь некий прагматизм и обдуманность в ваших действиях тоже есть. То есть да, также вы действуете иногда, прислушиваясь к интуиции, и в то же время вы всегда продумываете свои действия. Вы личность, еще и с одной стороны, какой бы сильной и волевой вы ни были, вы еще и все равно личность легкая, личность веселая, личность, которая любит праздники, дни рождения, какие-то веселительные мероприятия. В общем-то, такая компанейская личность. И с другой стороны, еще и для него, для мужчины, вы некая такая загадка. Есть у вас такая некая туманность, за которыми скрываются какие-то ваши черты, которые мужчина пока не понимает и не осознает. Он видит в вас, конечно, силу, волю, интеллект, характер, легкость, да, и дальше пока вот он не понимает. И еще по тучам можно сказать, что вы любите, знаете, так и интриговать и наводить тень на плетень. Еще так можно сказать. Действия, прошу прощения, чувства. Рыба, змея, аист. В чувствах мужчина здесь, конечно, у него здесь желание, страсть, интим, хочет близости с вами, конечно же. Это содержит на сердце. Вот прям это у него горит пламенным огнем. Ему с вами хорошо, ему с вами комфортно. Мужчина хочет неких перемен в ваших отношениях. Если до этого были отношения, основанные на страсти и желании, то сейчас ему хочется более близких, более душевных отношений. Отношений, которые бы перешли на некий новый уровень, на некий новый этап, чтобы они стали более доверительными, более партнерскими, более, грубо говоря, да, семейные. В любом случае он содержит на сердце желание перемен. То есть отношения хочет дальше двигать и развивать, да, и забегая вперед, я вижу, что в планах у него там планы Барбаросса на вас. Также он осознает и понимает, что ему с вами комфортно, вы с ним, знаете, вот как идете нога в ногу, вы как два сапога паром, вы, возможно, даже с ним во многих взглядах схожи и похожи. Также здесь вы притягиваете его своей гибкостью, своей сексуальностью, своей красотой, и магнетизмом. Вы такая энергетически заряженная дама, которая и еще и своим вот этим потоком, силой, она притягивает и приманивает мужчину. И вы для него такая вот батареечка, нескончаемый поток энергии, которым он тоже питается и заряжается, самое главное, вдохновляется. Его действия — карта совы, развилка и крест. Вот в действиях здесь у него, конечно, небольшое проседание. Если мысли и чувства здесь понятны, по крайней мере для нас, но не для него, по крайней мере в мыслях, то действия здесь единственное, что здесь он может с вами что-то обсуждать, какие-то свои дальнейшие планы, либо какие-то перемены, к которым он стремится, которые он планирует, и которые для него очень важны, которых он ждет, но пока еще никак не дождется. Будет с вами что-то обсуждать, советоваться. Может быть, вам будет что-то предлагать, но это пока так все разговоры, поверхностные разговоры, но ничего более. Единственное, что по развилке может быть некая поездка. Куда-то вместе съездите, посетите какое-то место увлекательное, но вот пока здесь не более. Далее его планы на вас. Вот планы здесь Барбаросса. Мужчина хочет с вами. Тут такая прекрасная триада. Я бы сказала семейных отношений. Отношений, которые, вот знаете,
изменит, во-первых, его жизнь, да, начнется какой-то новый виток, но новый виток, он будет в плане уже семьи, детей, рода, дальнейшего развития. То есть у нас карта, смотрите, карта Солнца, карта дерева и карта Дом. То есть продолжение рода. Вот это вот родовое дерево, да, грубо говоря, он желает, чтобы оно продолжилось и чтобы дало дальше свои плоды, свои ростки с вами. Мы же смотрим на вас планы, да, поэтому, дорогие, по крайней мере, сейчас на этой недельке мужчина об этом думает, и мужчина так себе планирует. Скорее всего, даже второй вариант выбрали те пары, которые вместе не живут, но у которых отношения уже имеют за собой какой-то срок. Поэтому мужчина хочет их уже переводить в ранг семейных, потому что, смотрите, тут у нас аист, и здесь у нас, в общем-то, планы такие Барбаросса, важные для него перемены. Он их ждет и он их планирует. Сигнификатор мужчины, карта звезды. Вот я бы сказала, что мужчина мечтатель, мужчина планировщик, проектировщик, но пока все это в планах и в проектах. Это первое. Второе, мужчина такой прагмат и стратег. Он уже продумал какие-то, видимо, шаги, какие-то мероприятия по завоеванию его цели. Вот так бы я сказала. И мужчина, есть какие-то вещи, которые от мужчины в принципе не зависят. Мужчина просто пережидает и ждет, когда уйдут какие-то непонятки, незавершенки, то, что ему препятствует, и потом он уже действовать начнет. Почему? Потому что сигнификатор отношений у нас корабль, то есть это движение, развитие, рост. Поэтому отношения он планирует и желает, и хочет развивать, быть с вами дальше, переводить ваши отношения в русло семейных, серьезных отношений, которые дадут свои плоды. И он это семя сейчас уже сажает для себя, он об этом думает и планирует. Вот такой вышел вариант номер 2, дорогие мои. Я желаю вам всего самого хорошего. Самое главное — здоровья. Берегите, любите, балуйте, радуйте себя, несмотря ни на какие жизненные обстоятельства. Пусть ваша жизнь будет прекрасной, чудесной, красивой и вдохновляющей. Прощаюсь с вами и перехожу к варианту номер 3. Ну что, троечки, смотрим вас. Мысли, чувства, действия, планы мужчины на вас на следующую недельку. Мысли. Ну, он видит вас, конечно же, прекрасную, такую благородную даму, дорогую даму, да, так вот говорят, дорогая женщина. Вот так можно сказать и о вас. Вы вдохновляете его, вы одухотворяете его, вы притягиваете своей внешностью, своей красотой. Также вы для него такая некая загадка. Человек, который может быть разный. То есть вы человек такой трансформатор, который сегодня может быть одной, завтра может быть другой, послезавтра может быть третий. Сегодня вы девочка-ребенок, завтра вы женщина-вамп, послезавтра вы мудрая такая, умудренная опытом женщина спокойствия. Но во всех ваших ипостасях, во всех ваших ролях вы всегда сильная, вы всегда мудрая, у вас есть характер и сила воли, вы умеете показать себя, умеете предоставить, да, протранслировать себя так, чтобы люди поняли, что с вами шутки плохи. Вы человек с большой интуицией. Вы человек, который четко всегда показывает границы и кого-то подпускает, кого-то не подпускает к своим границам. Вы человек где-то даже педант, который любит, когда все четко, по полочкам, слажено, продумано, просчитано. Опять же, да, с большой силой воли и интуицией. Его чувства к вам. В чувствах пока мужчина вот какие-то есть устоявшиеся, укорененные чувства, но они
Не могу сказать, что тут что-то яркое. Не могу сказать, что здесь прям любовь до гроба. Нет. Тут, конечно же, есть чувства, но есть и препятствия, есть и барьеры, которые разделяют и которые не дают мужчине, знаете, вот такое ощущение, что он просто-напросто даже боится самого себя и тех чувств, которые он может к вам испытывать. У нас карта горы, карта книга, то есть он закрывается от вас. И карта букет, но понимает, что вы для него человек очень интересный, притягательный, что он хотел бы с вами отношений, общения, флирта. Ему с вами интересно в том плане, что он вас хотел бы понять, хотел бы раскусить, разузнать, расположить как-то к себе, но опять же, да, как я уже сказала, между вами есть какие-то барьеры, какие-то препятствия. Вот здесь я не удивлюсь, если вы, дорогие дамы, их выстроили, потому что мы видим, да, его мысли о вас, тут тоже могут быть какие-то барьеры, и вы ему, как я уже сказала, да, четко показываете свои границы. Вот, возможно, вот эти границы, которые вы выставляете, они и не дают ему больше, глубже вас узнать и как-то понять и осознать, что же он к вам чувствует и испытывает. Но есть стремление, есть желание все-таки эти барьеры преодолеть, чем он и занимается, вас как-то раскусить, понять и найти к вам ключик, найти к вам лазейку. Мужчина, по крайней мере, стремится, желает и пытается. Возможно, где-то даже каким-то постоянным общением, либо какими-то комплиментами, какими-то бонусами от него, подарками, не обязательно в материальном плане. Хотя может и вас цветами заваливать. Но и где-то может вас интеллектом взять, где-то может что-то там с ним обсудите. Как-то где-то он пытается, в общем, вас всеми путями заинтересовать. И все эти барьеры, препятствия, что между вами есть, их преодолеть. Действия. А вот в действиях, смотрите, прекрасные, красивые карты. Вот совсем скоро у нас карта всадника, она очень быстрая, почти практически на пороге. Он к вам придет и скажет, что вы ему нравитесь, что он даже влюблен и предложит вам. Такое ощущение, что предложит отношения, предложит быть с ним и признается вам в любви. Тут карта сердца и карта кольцо выпала. Причем это вот-вот, как я уже сказала, на пороге. В общем-то, мужчина всеми силами, всеми своими действиями захочет вам показать свою расположенность и желание быть с вами, общаться с вами. Далее его планы. Карта коса, звезды и дом. Вот здесь он хочет все-таки получить какой-то результат. То есть такое ощущение, что хочет все-таки планирует, что вы согласитесь на его предложение, что вы ответите ему взаимностью, и он получит тот результат, который он ждет. Но пока это только его желание, это только его планы. Пока он еще к вам не пришел и не сказал о своих чувствах, да, пока это все только его какие-то шаги, он их продумывает. Но к какому-то результату все-таки он придет и, скорее всего, вас куда-то пригласит, позовет и там, и свою задумку попытается осуществить. Почему? Потому что у нас сигнификатор мужчины, карта ключ. То есть мужчина уже свой шанс он держит в руках. И тут уже от него зависит, предложит он вам это, либо нет. Но судя по действиям и судя по планам, все-таки он ключом-то воспользуется тем шансом, которым он уже держит в руках, который он распланировал, продумал, он им воспользуется и предложит вам перевести общение, отношения на некий новый уровень. Почему сигнификатор у нас отношений, у нас карта якорь. То есть вот сейчас отношения на неком уровне, на некой ступени они заякорились. А мужчина хотел бы движения, а само движение зависит от него. Вот если он осмелится и предложит вам то, что он, вот здесь мы видим, да, себя, свое сердце, свою руку, да, то здесь он какой-то результат он получит. И, в принципе, результат должен быть хороший по его просчетам, по его планам. И отношения станут еще более как бы заякоренные, углубленные, укорененные. Перейдут на некий новый другой уровень.
Вот такой у нас вышел результат для варианта номер 3. Я желаю вам, дорогие мои, всего самого хорошего, самое главное здоровья и благополучия. Берегите, любите, балуйте себя. Господи. Наверное, там все слышно будет в видео всех моих родственников, но заранее прошу прощения. С вами прощаюсь. Всего вам самого хорошего. И всем до новых встреч.